Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Якутия – один из самых уникальных и сложных с точки зрения логистики и условий проживания регионов России. И для улучшения здравоохранения, влияющего на качество жизни населения в непростых условиях, не первый год идет реализация национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Какие направления работы определены и поставлены задачи на данном этапе, мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Лена Афанасьева, министр здравоохранения Республики Саха. Лена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, прежде всего начнем с главных, целей и задач национальных проектов. Но главные цели и задачи в целом развития отрасли, они определены в национальных проектах, в крупнейших национальных проектах. Успешно прошел национальный проект здравоохранения, все знают об этом, да? Национальный проект демография, где основной целью было снижение смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения. На сегодняшний день логическим продолжением национального проекта здравоохранения является продолжительная активная жизнь. И мы работаем также в национальном проекте «Семья». Эти национальные проекты, они направлены, цели их на сохранение населения, здоровья населения и укрепление семьи. Ну и, конечно же, ожидаемая продолжительность жизни также являются ключевыми целями. Но если говорить о задачах, то национальные проекты, они ведь состоят из определенной структуры. И вся структура — это федеральные проекты, федеральные региональные проекты, которые, собственно, являются задачами. Одна из самых значимых задач, о которых практически все население наше знает, это модернизация первичного звена здравоохранения. Далее идет развитие специализированных служб, это борьба с кардиологическими заболеваниями, борьба с сердечно-сосудистыми, да, это кардиологическое направление. Далее борьба с онкологическими заболеваниями, это как раз развитие онкологической службы, борьба с сахарным диабетом, который на сегодняшний день тоже является достаточно серьезным вызовом для здоровья населения, борьба с вирусным гепатитом С и минимизация последствий от этого заболевания. Ну и, конечно же, такие направления, как цифровая трансформация, медицинские кадры, медицинская реабилитация, конечно же, профилактическая медицина здоровья для каждого, который на сегодняшний день приобретает совершенно другое звучание. И, в принципе, на сегодняшний день совершенно, парадигма сменилась в профилактике. Тогда это основные задачи. Да, давайте тогда о профилактике. Какие-то направления диагностики, может быть, определены четко в нацпроектах? Но то, что касается профилактической медицины, то это один из элементов национальной стратегии. Профилактическая медицина на сегодняшний день — это медицина предрисков. То есть мы все понимаем, что то или иное заболевание, которое мы называем хронические неинфекционные заболевания, да, как правило, развиваются не с места в карьер, а существует определенный период, допустим, факторов риска, предрисков, фоновых заболеваний. И потом они формируют как раз те процессы, которые бывают. Это серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы. Мы знаем, что атеросклеротические изменения формируются порядка десятками лет, 20-30 лет. И потом уже получаем острую сердечную катастрофу. Да? Те же онкологические заболевания тоже с места в карьер не формируются. Бывают фоновые заболевания, предраковые заболевания, а потом клинически выраженный рак. Да? Ну и аналогично при сахарном диабете, который тоже является достаточно грозным заболеванием, потому что затрагивает практически все органы и системы. Это называется медицина предрисков, когда мы в этот период, в период до болезни, в принципе, можем воздействовать на человека, и при этом самое основное, мы называем это новая парадигма профилактики, когда сам человек уже становится активным участником процесса своего оздоровления и профилактики, чтобы не болеть, и чтобы каждый человек был заинтересован в этом. Но для этого у нас в новом нацпроекте есть Центр здоровья, задача которых вообще полностью меняется, переформатируется, то есть они должны выстраивать индивидуальную программу для человека, для того, чтобы формировать здоровый образ жизни. То есть это и питание правильное, и отдых,
Далее, значит, профилактика определенных заболеваний, того же самого ожирения, то есть эндокринно-обменных нарушений. Да? Но это все идет как индивидуальная профилактика. И это очень правильно, это очень нужно. И мы говорим, что сегодня медицина должна быть не реактивная, а предиктивная. То есть она должна предвидеть это и тот период, когда можно воздействовать и сделать так, чтобы человек максимально долго был здоровым, она должна воздействовать. Ну, что касается диагностики, конечно, благодаря национальному проекту у нас есть очень хорошие возможности в современной ранней диагностике кардиологической, онкологической патологии. Да, и, соответственно, вовремя начатое лечение приводит к очень хорошим эффектам. Ну, наверное, лечение должно производиться еще, скажем так, в помещении, где Да. хороший ремонт, современное оборудование. Вот здесь как Совершенно идет верно. работа? Но я думаю, что многие свидетели тому, все видят, что насколько кардинально у нас меняется инфраструктура. Начиная с первичного звена здравоохранения. Вообще вот за пятилетний период реализации национального проекта здравоохранения у нас было введено в строй 102 новых объекта. Это не только строительство, это, ну, если говорить о строительстве, крупные объекты в центральных районных больницах или в районных центрах, да, это поликлиники, больничные комплексы, их было 8. Помимо этого, конечно же, то строительство долгожданных объектов для всего населения нашей республики — это кардиососудистый центр, да, и онкоклинический центр с реконструкцией радиологического отделения или радиологического корпуса. Эти все объекты, они оснащены современнейшим оборудованием для диагностики, возможности внедрения новых методов лечения. Ну и помимо всего прочего, конечно, в рамках модернизации первичного звена построены врачебные амбулатории, их 94 врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, которые, собственно, в каждом населенном пункте мы практически вот начали модернизацию в нацпроект здравоохранения и сейчас продолжаем в продолжительной активной жизни. Далее проводятся капитальные ремонты. Вот мы за 5 лет провели в 55 структурных подразделениях капитальные ремонты. Ну и, конечно, если говорить о модернизации здравоохранения, то помимо оснащения оборудованием, то это порядка 800 с лишним единиц оборудования. Там есть и тяжелое оборудование, да, это компьютерные томографы, МРТ, рентгеновские установки, их порядка 125 единиц. Ну и транспорт, который необходим для сельской местности, для того, чтобы, в общем-то, для ежедневных нужд наших учреждений обеспечивать работу. И вот транспорт 349 единиц мы обеспечили. Так что то, что касается инфраструктуры, она постоянно меняется. В новом нацпроекте тоже будет и строительство, и введение быстровозводимых модульных конструкций, и капремонта, и приобретение оборудования, транспорта тоже. Лена Николаевна, но если мы с вами говорим о переменах, не могу не затронуть и вопрос цифровизации. Как-то это повлияло на работу врачей? Ну, вопросы цифровизации действительно очень серьезные, и в рамках реализации национального проекта здравоохранения у нас был федеральный проект региональное создание цифрового контура. Действительно, за 5 лет был создан цифровой контур. Это достаточно непросто, потому что мы понимаем, что если город Якутск, промышленные районы, центральная Якутия, это совершенно, ну, как бы значительно проще, чем когда в арктической зоне должен быть практически интернет в каждом территориально выделенном структурном подразделении, начиная с центральной районной больницы, заканчивая ФАПом. Мы, значит, в здравоохранении сделали такой контур цифровой, и в каждом фельдшерско-акушерском пункте есть возможность, во-первых, создания электронной истории болезни. Если какие-то исследования, они вносятся в архив, значит, центральная районная больница может, допустим, рентгеновские исследования внести в архив визуальных наших исследований. Далее лабораторные исследования тоже вносятся в цифровой архив. Ну и, конечно же, возможности телемедицинских консультаций, консультаций между специалистом в облачной поликлинике, да, в облачном здравоохранении, когда специалисты друг с другом консультируются. И возможности таких удаленных практик, как теле-ЭКГ. Допустим,
Мы в рамках нацпроекта у нас была возможность закупить установки электрокардиографические. И когда делают, допустим, в ФАПе, врачебной амбулатории, электрокардиограмму пациентов, то если что-то смущает, эта пленка сразу поступает в кардиососудистый центр, в дистанционный консультативный центр. В принципе, поступают все пленки, но коллеги сразу видят, где есть пленка, которая, собственно, подозрительна на острую сердечно-сосудистую патологию. Тут же идет описание электрокардиограммы и, если необходимо, то вылет санавиации. Так что вот для нас, для нашей территории это критически важно. Цифровизация здравоохранения — это не простые слова, это все то, что необходимо для доступности современной медицинской и своевременной помощи для каждого жителя нашей республики. Мы недавно в новостях показали сюжет о том, что в Ленской центральной районной больнице пополнение, целых 11 специалистов самых разных профилей, но тем не менее говорят, что этого недостаточно. И мы понимаем, что Ленский район у нас не единственный в Якутии с такой проблемой. Как же решается вопрос с нехваткой кадров? Ну, то, что касается кадрового направления, то тут, конечно, очень большая работа, комплексная, она достаточно давно идет, не первый год, это тоже и годы национального проекта здравоохранения, и сейчас тоже идет. Значит, мы начинали работать совместно с Министерством образования, начиная с того, что формируем профильные классы, это профориентационно, да, то есть привлекаем детей. На сегодняшний день у нас 545 старшеклассников в профильных медицинских классах учатся. Далее у нас, значит, есть в медицинском институте Северо-Восточного федерального университета малая медицинская академия. Она работает достаточно давно. И опыт очень хороший. На сегодняшний день вот яркие выпускники, они работают не только в практическом здравоохранении, они работают и в организации здравоохранения, и в научно-медицинском направлении тоже. Ну и, конечно же, вот целевой набор, который совместно с Министерством образования мы достаточно тоже давно проводим. Сейчас это очень актуально. И у нас за 5 лет вот национального проекта порядка 1547 целевых договоров подписано. То есть мы потенциально знаем, что это уже коллеги, которые придут к нам. Ну и, конечно же, программа, вот такая значимая программа тоже, она и в нацпроекте, это земский доктор, земский фельдшер. Ну, благодаря которой вот за 5 лет у нас порядка 847 специалистов пришло вот в отдаленные населенные пункты, в сельские населенные пункты. И вот сейчас успешно работают. Кто-то заканчивает программу, кто-то остается. Здесь, конечно, вот для того, чтобы привлекать и оставлять кадры, да, на местах, очень необходима работа местного, допустим, руководства, да, районов республики. Здесь очень ярко, я хочу сказать, что работают Мирнинский район, Нерингринский район, вот Нюрбинский район, Нюрбинского доктора тоже внедрил Момский район, Ленский район. В общем, то, что вы сказали по Ленску, это как раз и есть привлечение кадров. Лена Николаевна, ну понятно, что впереди еще много задач, которые требуют своих решений. А какая самая амбициозная цель на ближайшее время? Ну, на ближайшее время самая амбициозная цель — это, конечно, реализация национальных проектов, потому что все, что связано с национальными проектами, инициированными нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, это все необходимо для каждого человека. То есть это здоровье, это здоровая жизнь, это доступность медицины и это ожидаемая длительная продолжительность здоровой активной жизни. Ну да, здоровая нация, успех будущего России. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня, Спасибо нашли вам. время. Приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.